Всем привет! Здравствуйте! С вами подкаст «Женщины беспокойного ума» и его ведущая Айнур Мазибаева. И моя коллега Айгуль Черендинова. Ну что ж, я очень рада, что теперь вы нас видите. Мы выходим впервые в видеоформате. Подкаст записывается на студии Мерген, и вообще мы представляем студию Мерген. Мы профессиональные журналисты, авторы сценария, я продюсер, Айнур исследователь. Да, и это наш не первый подкаст, не первый выпуск подкаста. Я думаю, Айгуль, есть необходимость вообще напомнить, в каких темах мы специализируемся, скажем так. В течение последних пару лет мы сделали 15 выпусков, посвященных женщинам, которые когда-либо жили в степи. То есть о наших предшественницах, так будем говорить. Мы восхищались их умением жить и радоваться. Мы говорили о разных статусах степнячек, о том, что у кого-то была власть, у кого-то не было. И я вот сейчас тебе предлагаю рассказать о своих любимых выпусках. Так, ты меня подставила. Хорошо, окей. Подчеркну, что некоторые темы вообще-то оригинальные, и вы не найдете их в интернете или там, не знаю, в Википедии, не прочитаете. Потому что сведения мы берем из таких источников, которые там, не растиражированы, плюс мы еще напрямую общаемся с многими исследователями, историками. Например, мои любимые героини наших выпусков, а темы там разные были. Например, я люблю историю про Шапи Баяу. Я думаю, что мы сегодня упомянем эту персону. Мне нравится размышлять про такую влиятельную, наверное, женщину, хотела сказать хитрую, но влиятельную женщину, Ханша Айганым, это бабушка Чокана Валиханова, но большинство знает ее как бабушку, на самом деле она классная политическая фигура. Я убеждена, что она политическая фигура, хотя ты с тобой спорила. Да. Мы, кстати, мы говорили о степных воительницах, мы говорили об археологических находках и о том, каких женщин невидимых много в степи и разного статуса. Мы говорили о женских мавзолеях. Ну, то есть я так буду прыгать, просто потому что много накопилось материала. Да. Основной ракурс, с которого мы смотрим, наверное, стоит так сказать, мы хотим рассказать истории тех женщин, которые все-таки присутствовали в нашей истории. И это один из тех пунктов, за которые я сильно топлю, что история творилась не только мужчинами, но и женщинами. Это такой исторический феминизм, да? Это просто он стал сейчас популярным. Междусобойный такой термин. И что эти женщины могли наравне с мужчинами делить и власть в том числе. Поэтому, например, мой любимый, один из любимых выпусков – это «Трон на двоих». Мы, кстати, очень подробно рассказывали про статус степнячек от рождения до самой смерти. То есть как воспитывали казахских девочек, как их выдавали замуж, какие полагались им привилегии, какие были обязанности. И мы развенчивали очень много стереотипов вокруг этого и использовали для этого работы экспертов, культурологов, этнографов, антропологов, которые работают именно в этой теме. Да, кстати, мы любим рекомендовать либо специалистов, либо источники. Приготовьтесь записывать книги. Потому что мы, в общем, не из тех, кто как-то просто из соцсетей что-то там, общее представление какое-то о том, какая была степнячка, какая должна быть казахская женщина настоящая. Мы не из этих людей, мы как-то любим фактаж и факт-чекинг. В общем, мы себя прорекламировали свой подкаст. Ищите, находите, и я надеюсь, что вы станете теперь уже зрителями нашего видеоподкаста. Кстати, если у вас появится желание, пожалуйста, можете в комментариях какую-то тему поднять, и мы попробуем что-то из этого как-то развить в каких-то наших выпусках. Кстати, да, нам же часто в комментариях там и к выпускам задают вопросы, а правда ли, что, например, отношения Келлина и свекрови были такие? Можем мы на эту тему поговорить? Или женщина обязательно должна была выйти по амингерству замуж за своего брата, мужа. Ничего подобного. Хотите поспорить? Welcome в комментарии. Ну и, наконец, мы перейдем к теме сегодняшнего выпуска, и он звучит, как достаточно хайпово, я считаю. Как ты его назвала? Потому что у меня звучит очень прилично, не знаю, обтекаемо. У тебя женщины и возраст. Да. Это как-то не по-модному. Эйджизм. Вот это я понимаю. Тогда небольшую справку. В 60-е годы прошлого века среди американских социологов возникло понятие эйджизм. Его применяют, когда говорят о дискриминации по
возрасту. Например, когда человека не брали на работу из-за того, что он слишком пожилой, или когда ему платили очень мало денег на том основании, что он молод, там, типа еще неопытен и все такое. И когда заходит вообще речь о стереотипах и предрассудках, значит, тут можно искать признаки эйджизма. Вот. И, кстати говоря, вчера, думаю, лихорадочно, тема эйджизма, посмотрела в зеркало, думаю, седина видна, стоит ли срочно покраситься или можно как-то что-то пригладить. Вот, тебя насколько лично волнует возраст? Не буду врать, волнует, но гораздо меньше, чем я боялась. Мне вот недавно стало 50+, вот, и как-то я, менее болезненно, что ли, это воспринимаю. По поводу корней волос, я тут вспомнила, у меня есть, в общем, одна книга, которую, если хотите, вы можете почитать, ее написала голливудская сценаристка-режиссерка, женщина-режиссер, мне так привычнее говорить, ее зовут Нора Эфрон. И ее книга называется «Я ненавижу свою шею». И вот она там писала в одной главе про то, что в 50-х годах там на Манхэттене всего 7% женщин красили волосы, остальные все были с натуральной сединой. И вот, наверное, речь идет уже о 80-х годах, или, может быть, даже 90-х годах, когда она пришла в ресторан, где была вечеринка по случаю выхода из тюрьмы одной знакомой, которая, убила своего мужа. Божечки. Это не смешная тема, но, в общем, так. Она убила своего мужа и отсидела 12 лет. И она была в ресторане единственной седовласой женщиной, остальные все были покрашены, прокрашенными корнями. Я ненавижу свою шею, Да. записываем. Я знаю еще одну женщину уже из наших общих знакомых, кто тоже мог бы сказать такую фразу. Вообще, как бы по наблюдениям, да, эйджизм — это такое внутреннее, как мне кажется, чувство, предрассудок, которые мы впитали, просто потому что мы в среде тоже, да, мы не можем быть свободными от общества и каких-то навязанных мыслей, стереотипов, поэтому оно есть. Я вчера буквально рассматривая там оскаровские наряды, как же, мы тоже не чужды, рассматривая, обратила внимание на образ Памелы Андерсон. И у меня, конечно, это какое-то внутреннее сопротивление все равно вызвало. Я честно признаюсь об этом. Наверное, это проявление эйджизма. Я думаю, я привыкла тебя видеть всегда красивой. А тут она no makeup. Вообще просто. И вот отсутствует какой-то признак, не знаю, у нас же ухоженная женщина, это же комплимент. Ну да. Я про француженок, да? Говорят, они очень ухоженные. Глядя на ее фотографию, почему-то no make-up стиль какой-то, когда она не стесняется уже своего внешнего вида, там, признаков старости, да, там, она как бы достаточно гордо идет, да, там, по этой дорожке, у меня все равно это вызывает некий дискомфорт. То есть тебе неудобно, да? Да, мне за нее неудобно, и я каюсь, есть у меня проявление эйджизма. Но меня, кстати, раздражает, когда, хэштеги какие-нибудь или еще что-то, типа no makeup. Я как-то, наверное, так много красилась, пока мы работали в эфире и все такое, что я прямо отдыхаю без макияжа, и поэтому... для меня это какой-то прессинг, это ожидание, что я должна накраситься. Мне казалось, что пандемия нас отучила краситься. Это же было такое классное время. Надел эту масочку. В прыщах ты или не в прыщах, в морщинах ты не в морщинах. Господи, сделала ты себе татуаж бровей или нет, или там ресниц. Кого это волнует? Может быть. Спасибо, что поделилась своими ощущениями, но я на самом деле хотела бы немножко вернуть нас в нашу действительность и уже поговорить о наших казахских женщинах. Если к Памеле Андерсон все-таки, у меня, например, лично есть какие-то претензии, то примерно у ее ровесниц, да, это... 50+, кажется. Да, 50+. Да. Как-то к женщинам 50+ в Казахстане у меня же не возникает таких же чувств. Я считаю, что это нормально, что они так выглядят уже, они в какой-то момент, не все, не будем обобщать, но в какой-то момент они забывают уже о том, что они, привлекательные, что им надо о себе заботиться. И, в принципе, это такой уже какой-то становится тренд. То есть ты хочешь сказать, что 50 плюс или 60 наши да? пенсионерки, да, просто, посмотрим, конечно, у нас нет такого явления, как, например, стрит-стайл, да, там мода, какие-то показы, это не в нашей культуре, но тем не менее встретить
изысканно, ярко, да, там, Мгм. особенно ярко, в каких-то таких или вызывающих, не дай бог, нарядах, да, там, на улице женщину-казашку в возрасте, это прям, Событие. что это событие, да, это событие. Поэтому, видимо, в принципе, в нашей культуре вот есть определенная возрастная черта, пройдя через которую все, ты в кимищеке и сняла с себя украшение, и баста. Ага. Так? Ты это этим объясняешь. Я предполагаю, я хочу, чтобы мы порассуждали именно об этом и поговорили о том, как все-таки в степи относились к разновозрастным женщинам. Ну давай, потому что мы как раз на эту тему говорили, про то, что кочевое общество было разделено по статусно-возрастному принципу, и это было очень четко прописано, и у нас есть один из выпусков, который как раз этому посвящен. И давай поразмышляем на эту тему. Ну, в общем-то, мы, наверное, должны в первую очередь сказать, что эйджизм бывает, это не только отношение к там, старости, к возрасту, он еще бывает обратный, когда молодых недооценивают. Я правильно же понимаю, говорю? всерьез, да, Да. обратный эйджизм. И в этом смысле степнячки юные, наверное, вот с эйджизмом-то в полной мере и сталкивались, потому что когда она юная, когда она там зависит полностью от своей семьи, у нее не было какие там уж заработки и статус, она была в распоряжении своих родителей. Ее изначально воспитывали, что ее отдадут в чью-то семью, и она там будет кем-то, да, поэтому отсутствие права голоса и, может быть, отсутствие вообще, в принципе, каких-то прав на свое волеизъявление, это тоже своего рода эйджизм может быть. Я тут тебе возражу, потому что та же самая ситуация, но когда девушка приходит в гости незамужняя, и ее садят на самое почетное место, Ну да. то здесь как бы ее возраст наоборот идет в плюс, что ли, как будто вот бенефиты-то какие-то есть с этого места. Я бы еще хотела, вот, раз уж ты заговорил про незамужних девушек, давай я тебе сейчас одну, и не только тебе, но и аудитории нашей, одну цитату приведу из монографии Инги Стасевич. Если мы возьмем двух молодых женщин, одна из которых незамужняя дочь в родительской семье, а другая молодая килин, которая только что вошла в эту семью, значит, статус незамужней дочери был выше немножко, чем у молодой снохи. И в случае смерти старшей женщины в семье ее место как раз могла занять средних лет незамужняя дочка. Ну ладно. Вот. Но в то же время за пределами вот ее ближайшего родственного окружения статус незамужней женщины репродуктивного возраста был гораздо ниже, и тем более с годами. А у Килин, если она еще и первенца принесла, и потом, если она дальше еще рожает, у нее все наоборот, в обратную сторону идет, то есть у нее все хорошо становится. Ясно. Но я, наверное, как бы возраст, он такой плавающий. Из вот этих ощущений, что если, ну, допустим, так, я не знаю, какую-то гипотетическую там ситуацию, да, когда нужно там спросить мнение всех в семье, то в последнюю очередь спросят у самого молодого, правильно же? Ну, как будто бы да. Считается, что взрослые люди, более умудренные жизнью, с наличием определенного опыта, они имеют право рассуждать. И вот этот пиетет перед взрослыми, он у нас, кстати, в обществе очень силен и очень часто мешает людям делать, как бы, ну не знаю, карьеру, какие-то более смелые шаги, предпринимать там что-то в обществе. Да? Даже с точки зрения политического активизма или социального активизма, очень часто молодежь задвигается, ну как бы и к ней не прислушиваются именно по этому поводу. Потому что считается, что они еще не дозрели. Это вот здесь не поспоришь, это эйджизм. Хотя я вчера специально, кстати, погуглила казахские пословицы на тему возраста жас. И я скажу, жақсы жастан шығады, темір тастан шығады. Тут очень много было таких слов, что қарттың айтқанын істе, жастың тапқанын же. То есть никто не отрицает, что если за взрослыми мудрость, то за молодыми действие. Это как бы такая классная народная мудрость, отражение того, что в степи все-таки вот это вот ощущение возраста, оно было, как ты сказала, плавным, и, возможно, все имели шансы на мнение. Ну, знаешь, я подумала, что, возможно, кому-то удобнее представлять кочевое общество, ну, таким строго регламентированным, да,
И тогда легче объяснять какое-то свое вот предвзятое отношение, что типа нос не дорос там, или там яйца курицу не учат, вот что-то типа такого. Ну да, кстати, яйца курицу не учат, это типичный эйджизм. Вот да, ну плюс еще мы же как женские как-то, женщины беспокойного ума, нас беспокоит вот эти, как это, фокус внимания на женских проблемах или на женских как бы проявлениях, да. И вот тоже иногда могут сказать, что там вот ты женщина, в общем, как это, ум не очень у тебя так развит, у тебя там с эмоциями все в порядке, а вот как-то какие-то разумные вещи ты вряд ли можешь сказать. Хотя вот напомним, что те же этнографы и исследователи, они подчеркивали, что несмотря на то, что, я так опять буду научно говорить, несмотря на очень четкую социально-возрастную регламентацию и структуру кочевого общества, все-таки не следует думать, что это прям, ну вот прямо именно, канон. Да, канон такой был, потому что у той же женщины для ее социального капитала во многом большую роль играли ее личные качества. Да. Вот как она могла продвинуться, это, конечно... Ну, мы на протяжении всех подкастов всегда об этом говорили, что несмотря на определенные устои, несмотря на рамки, несмотря на законы, на адат, потом пришедший шариат, так или иначе женщины имели возможность проявляться, и очень многое зависело от ее личных характеристик. Но вот здесь вот, наверное, важно еще вспомнить, что все-таки я вот клоню в эту сторону, что возрастные женщины, да, ну, постарше, они были уважаемы. То есть я не помню ни одного случая, когда, например, там Мырза Хатын называли бы молодуху. Или во главе коша, да, там вела свой род куда-то на кочевье, чтобы молодуха какая-то. Ну вот, кстати, вот этот вот пунктик, о котором я вначале упомянула, как только женщина, ну, казашка, кочевница, степнячка, неважно, да, там, достигала определенного возраста, вот она, например, ребенка родила, она сняла там саукеле, да, одевает кимешек, по большому счету. А как только она достигла определенного возраста, мы все помним, что бабушки уже не носят украшения, да, костюм уже становится не украшается, костюм становится очень лаконичным. Очень такое все блеклое. Вот этот факт, что они там саван на голове свой носят, он тоже достаточно убийственный, да? Ну, я понимаю, что жизнь в степи, она обязывала к определенной, ну, как бы, к определенным правилам, да? Ты просто знал, что жизнь такова, и ты заранее к ней приноравлялся, там, ну да, умру, зато у меня саван уже готов. Там, да, я так, конечно, сейчас утрирую, может быть, не стоило бы, но... Нет, ну, может, тогда и не было, может быть, таких, ну, как-то очень болезненных этих страхов. Да, наверное, относились проще к этому, да. Но сам факт того, что вот после какой-то категории, вот она просто вот, ну, все, я уже не украшаюсь. Не украшаюсь, значит, меня не интересует моя собственная привлекательность. То есть мне уже не нужно никого привлекать. И я понимаю, почему это было в степи, да, тогда, когда там выживаемость рода во главе угла, что там все вот в рамках и интересах рода, да, очень много соблюдалось приличий там и так далее. Но сейчас, мне кажется, эта тенденция подсознательно нашими женщинами продолжается. И вот здесь я вернусь к тому, что очень редко увидишь яркую пожилую казашку, которая вот уже как бы там, я не знаю, одета не просто там в темные брюки, темную кофточку, как чаще у нас все выглядит, да, а вот это вот, знаешь, вспомни недавно скончавшуюся Айрис Эпфель. Господи! Боже, это человек, попугай, взрыв, все. И представь нашу какой-нибудь такой ажекой. Ну, я не представляю, просто он не укладывается в голове. Может, потому что я просто не видела. Ты знаешь, мне все-таки, я отношусь к тем людям, которым кажется, что, может быть, женщины выражаются и не обязаны выражаться это как-то в лоб. Я все-таки топлю за то, что, может быть, у каждой конкретной, не знаю, женщины взрослой, возрастной, свои представления о красоте. Например, у меня есть тетушка, которая всю жизнь, и она не изменяет себе, у которой классный маникюр всегда, которая очень любит кофточки с какими-то блесками, стразиками. С люрексом. Да, стразиками. Это ее понятие красоты, и она себе такой нравится. Ну да. Я думаю, что по сравнению с моей мамой, она очень расфуфыренная дама, потому что моя мама любит очень, как и все, очень лаконично. Ну мы же говорим в среднем, ну как бы... О популяции, как температуре. Ну да, и может возможно. Все равно это так радует глаз, когда ты летом особенно видишь, ну, как бы взрослую женщину, которая там в каком-то нежно-голубом
пастельном, с ярким шарфиком, обязательно с макияжем и вот с этими локонами. Ну, это И еще какой-то, это, да, я понимаю ну, это тебя. какой-то портрет вообще как-то жительницы мегаполиса. Ну, может быть, да, может быть. Может быть, в этих расшитых орнаментом камзолах Да, тоже что-то есть. камзолы, не забывай про золотые украшения. Слава богу, здесь наши женщины как не Дадут изменяют фору. себе. Да, дадут фору, там серебряные какие-то украшения. Сейчас очень развит какие-то этно-украшения, этно-костюмы. Да, я допускаю, что я в этом Здесь смысле получше, мне кажется, стереотипно стало. немножко мыслю и представляю какими-то, может быть, европейскими параметрами. Но мою маму, например, очень сложно уговорить, там, я не знаю, ухаживать за собой, да. Вот достигается определенный момент, когда она считает, что ей незачем уже быть привлекательной, да. И это грустненько, вот для меня, чисто с точки зрения моральной. Или там вот этот вот, пойдет. Ма, оно спельтит джарейт. Вот так вот, знаешь. И понятно, что это как нас так воспитывали, может быть, это советское воспитание, все лучшее сначала детям, там сначала то, а не то, что я там увидела в магазине розовое пальто, которое мне так идет и освежает мое лицо, и я его возьму, и мне все равно, что мне 65 или 70. Кстати, бабушка моего мужа вот была вот такая яркая женщина. Я до сих пор вспоминаю, что в ванной у нее на полочке всегда стоял лак, еще что-то там цветное и красивое. Я думаю, вот хороший образ. Но не, это исключение скорее, чем норма. А может быть, как раз это тот случай, о котором говорили этнографы, что это личные качества женщины. Личные качества женщины. Но... Я просто радуюсь тому, слушаю твой рассказ и радуюсь тому, что есть среди нас такие женщины. Ладно, мы, наверное, все равно ведем к тому, как мы будем выглядеть на пенсии. Окей, рассказывай свой стиль. Ну, во-первых, начнем с того, что мне очень нравится носить шорты. Я продолжаю их носить и думаю, что да, поэтому думаю, что в этом я думаю, не буду себе отказывать. Не буду себе отказывать. Точно. Ну, по крайней мере, дома или там среди близкого окружения вполне легко. Вполне легко. Может, сейчас я тебе задам, не совсем этичный вопрос, а твои родные, например, там, я не знаю, родители, я не знаю, с отсылкой на твой возраст, как-то сейчас комментируют твой стиль? Нет, я для них как-то, дочь, как-то, нет. Единственное только, что мама беспокоится, как всегда, чтобы там придатки не простудились, еще что-нибудь такое, да. Опять с точки зрения прагматики. Да, прагматики, не более того. Кстати, вот это вот отношение одежды, оно тоже есть. Я, например, с какой-то поры для себя закрыла мини-юбки. Жаль, дорогая аудитория. Жаль. В общем-то, от степнячек мы как-то к личным вопросам перешли. Я хотела тебе предложить как раз перейти к степнячкам, вернуться. Мы же хотели рассказать про Шапи Баяу. Давайте. Значит так, есть такая народная песня Шапи Баяу, о которой нам рассказал наш любимый эксперт, дизайнер и архитектор Алмаз Баймуханович Ордабаев. История этой песни вы можете погуглить, она есть в открытом доступе. Речь идет о, скажем так, амазонка на пенсии. Вот. Героиня этого фольклорного произведения когда-то воевала с джунгарами. Она была боевой девушкой, и у нее просто не было времени, чтобы заняться личной жизнью. И, как гласит легенда, таким девушкам, старым девам, ставили юрту на окраине аула, и они могли у себя принимать мужчин, гостей, да, то есть к ним никаких претензий в плане нравственной, личной жизни, никаких вопросов не возникало, у них могли остановиться приезжие гости. И один из поэтов, по-моему, гостил в ауле, и посетил ее юрту, и увидев ее, когда зашел, в общем, он ее высмеял, что она такая старая, непривлекательная, как ему показалось. И она ему ответила, как говорит молва, что я не потому так выгляжу и такая, я просто воевала с джунгарами, в общем, у меня не было времени на то, чтобы заниматься устройством личной жизни, в общем, я такая, какая есть. И ответ девушки так впечатлил гостя. Знал, по-моему, ее же. Что та такая боевая, знаменитая какая-то потому что молва воительница. Была по всей степи, да. Да, и он впечатленный, устыженный, попросил прощения, уехал в свой аул, но думал о ней, написал, сочинил песню, а потом прислал ей сватов. Да. Вот такой хэппи-энд. Да, Шапи Баяу. А сколько было таких старых дев, которых не было хэппи-энда? Тут обращает на себя внимание какая-то лояльность социума, да? Что
Ну вот у нее такая личная жизнь. Вот мы и Почему вернулись нет? к теме женщины и возраст в степи. Еще один пример, он такой как будто немного фантазийный, но почему бы и нет. Мы рассказывали благодаря нашим экспертам, вот историку Нурлану Атыгаеву, Роману Почекаеву, петербургскому историку тоже, о таком персонаже, о котором в Казахстане мало кто знает. Это казахская принцесса, она чингизитка, дочка Барак-хана. Ее зовут, согласно всем средневековым источникам, Михр Султан. Она была выдана замуж за сына Шайбани-хана, уехала в Самарканд и преуспела там. Ее даже называют наши специалисты бизнес-леди средневековья. По-моему, 16 век. На что обратила внимание? Она келин, по нашим понятиям, да, Самарканд, у узбеков, конечно, оседлая культура, но тоже, в общем, молодая сноха. И все историки говорят, что она произвела впечатление, была очень уважаема своим свекром Шайбани-ханом, и поэтому так она состоялась, очень успешная была. И поэтому ее в истории имя, собственно, и осталось. И сохранилась, да. И я к тому, что, вот она молодая, да, она как бы келин, но вот она пришлась ко двору, и с ней стали считаться. Тут как бы такой... Ну, она себе завоевала определенный статус. Благодаря личным качествам, да. То есть женщина могла, в общем, проявить себя. Так, и на этой интересной ноте мне нужно сделать важное. Снять сережку, которая мешает записи. Да, и мы просим извинения за то, что, может быть, какие-то звуковые помехи будут, ничего страшного. В общем, я хотела же с тобой обсудить очень такой нюанс, касающийся эйджизма. Мы начали о нем говорить, но не развили эту тему. Вот эта вечная тема у нас у казахов, что как только девушка достигает определенного возраста, совершеннолетнего, начинается вот это нытье-гутье, когда же ты выйдешь замуж, когда барма брю, что там, брю таптың ба, вот это вот вечное, да, и то есть вот это вечно намек на то, что часики у тебя тикают, давай-ка быстренько выходи замуж, устраивайся там и так далее, это же тоже проявление эйджизма? Да. Ну вот раньше в степи девушек выдавали замуж лет с 13. Все время рассчитыван на ее фертильный потенциал, да, чтобы он там вовремя реализовался, я не знаю, что ли. Но опять же, да, надо все время делать отсылку на то, что мы понимаем, почему это происходило в средние века, и почему это происходило в степи, когда жизнь была очень непродолжительной, она была опасной. То есть дожить до 40 это надо было очень постараться, и поэтому в 13, наверное, как бы это норм, да? Хотя, что я говорю, ужас. Кстати, помнишь, рассказывали такую историю, это была примета, и кто-то из экспертов рассказывал, сейчас не упомню, что как проверяли девочку на плодовитость. Не на плодовитость. Она что бы себе? Подожди. На то, что готова ли она к вступлению в брак. Идет стайка девчонок, короче, кощеде, или как это правильно назвать, в ауле там, идет, и джигит, проезжая рядом на лошади, мог на полном скаку просто снять с головы малахай, треснуть ее, в общем-то, по спине, там, я не знаю, куда попал, наверное, да, насколько низко наклонился. И если она устояла на ногах, то да, ее как бы можно брать замуж. А если упала, значит, слабовато. Тоже какая-то народная мудрость, да? Ну, проверка на прочность такая, но... Что я вообще хотела сказать? Я почему смеюсь, потому что я вспомнила другую байку от наших экспертов, как раз где проверяли на плодовитость. Сейчас не будем рассказывать, мы не настолько близко знакомы, да, может быть, когда-нибудь, когда мы что-нибудь про физиологические аспекты жизни кочевниц будем говорить, может быть, эта история пригодится. Но ты говорила про то, что... Про то, что раньше выдать замуж в средневековье, в степи это норм. То есть успеть пристроить эту дочь, чтобы она чей-то род продолжила, да, пожила, ладно, да, там, с 13 в браке. А нынче времена изменились. То есть зачем вот это вот все время нагнетание, когда ты выйдешь замуж? То есть тогда это было уместно, сейчас это вообще... Абсолютно. Имея как-то планетарное сообщество 8 миллиардов человек, можно уже и убавить обороты. Однозначно, девушки, которых напрягают с этим замужеством, рассказывайте эту байку, короче, своим. У казахов есть замечательные пословицы типа «Отырған қыз орын табады», «Тесік түйме жерде қалмайды» и прочее. Я, кстати, в это абсолютно верю и, в принципе, сторонница того, чтобы сначала пожить, а замуж оно успеется.
А я, знаешь, про что еще подумала, пока тебя слушала? Про то, что вот этот термин эйджизм, он сейчас, это как вот новые какие-то очки, которые нам выдали, и, в общем, мы через которые вот туда, сюда, сюда, сюда мы И смотрим, примеряем, это примеряемся, эйджизм? да. Это Да. эйджизм, Вот это давайте, да. определенный эйджизм. Вот я хотела, кстати, свериться с вами и с тобой, вот это эйджизм или нет. Смотри, что я вычитала. Значит, на принадлежность женщин к той или иной социальной группе влияли ее способность к деторождению и количество выживших здоровых детей. Женщину, имеющую менее 3 детей, могли называть просто аель. В переводе с казахского «женщина». И она причислялась к возрастной группе Сара Карын. А почетное звание бэйбище приобретала только женщина, родившая не менее 3 здравствующих детей, лучше всего мальчиков, которые уже выросли и женились. Я почему-то думала, что бэйбище вот просто вот как это, за выслугу лет тебя могут назвать. Ну, потому что мой папа называет свою маму, ну, супругу, мою маму, бэйбище, там, ну, бэйбище, там, чай, там, что-нибудь такое. Да-да-да. А нас всего 2 девчонки в семье, я думаю, как-то просто и есть. Не доработали. Да. Ну, можно, конечно, над этим стебаться, но сейчас это уже просто слова. А раньше в степи это имело значение, и мы, кстати, когда обсуждали Стасевич и ее монографию о вдовах, там тоже был такой нюанс, что женщина, у которой, ну, как бы умирал муж, она год носила статус тул. И только через год, когда вот пройдя этап траура, она должна была определиться со статусом. Либо она там по законам мингерства остается в семье, выходя замуж за младшего брата, там, не знаю, либо она как бы уходит из семьи, там, не знаю, создает свою жизнь. Такие варианты допустимы были, то есть она могла стать опекуншей своим взрослым детям и самостоятельно управлять хозяйством. Вполне. Были такие прецеденты. И только после года она обретала статус жесер, вдова. И, кстати, Стасевич коррелирует как бы термин жесер со словом жар, невеста. И для меня здесь такой как бы маркер о том, что, то есть, жар невеста, жесер вдова, то есть вдова в определенный момент тоже могла начать возраст женщины, снова стать невестой для кого-то. Для нового союза. Да. Моя семья не такая традиционная, как, например, там могли бы похвастать южане. Да, у них вот эти вот реверансы между Келина, Ене и прочее, они гораздо сильнее, чем у нас на Востоке. Но в любом случае, например, мою маму, родственники моего отца, в любом случае, кто-то зовет Женге, кто, естественно, младший отца моего был, кто-то зовет Келин, ну то есть статус сохраняется. Это, конечно, не совсем на тему эйджизма. Не соглашусь. Это все-таки на тему эйджизма, потому что младшая там сноха, там, она как будто самая такая, с меньшими, да, с ней меньше всего считаются. Недавно двоюродная сестренка рассказывала, что они были на мероприятии в Шымкенте, она и ее как бы коллега, так сказать, по семье, абасынка, да, у нас. И несмотря на то, что здесь у них определенный статус в своей семье, они там могут и социальное положение какое-то другое занимать, но там они все равно возле тазика играют посуду после всех. Неважно, ты тут это, все равно Келлин, и ты тут младшая. Но это не про эйджизм. Нет, это распределение социальных ролей в казахском обществе, которое у нас традиционно идет с тех времен и ныне. Это другая тема, мы про нее как-нибудь отдельно поговорим. Вот, кстати, я почему начала поправлять? Извини, что я тебя все время перебиваю. Ничего страшного. Это такое возбуждение, потому что это видео-подкаст. Да, тут это не эйджизм, я старшая Айгуля, она, видите, вообще не считается моим возрастом вообще никак. Да. Что приятно. Эйджизм просто, я хотела сказать о том, что чаще всего как социальное явление рассматривают как предрассудок, который мешает даже с точки зрения там, распределения ролей, ну, трудовых ролей. Там, когда не берут на работу женщин, которые старше определенного возраста, либо наоборот младше определенного возраста. И если бы мы как бы преодолели вот эти предрассудки, то можно было бы, например, пользоваться опытом старших женщин. Я точно могу сказать, что в каких-то вещах они шарят больше, чем мы, могут принимать более важные решения, да, там, я не знаю, более, может быть, гибкие, с оглядкой на какой-то бэк, нежели чем там молодежь, которая более импульсивна. Но при этом как будто бы у молодых есть, вот в моих глазах, например, есть фора в том, что они гибче и... Они активнее, просто В проактивнее. этом плане, да. У наших, например, женщин как будто в возрасте, такой, у них больше сразу, должен быть, да. Вот как только у них появились, там, допустим, дети поженились, появились внуки, у них вот все на их плечи ложится просто грузом забота о своих внуках. И если
там чья-то Пашка отказывается от этой привилегии любить своих внуков, да, и там говорит, что она будет работать, то к ней тоже, знаешь ли, это неоднозначное Вопросики, да? отношение, да. Не зря же в ТикТоке, там, в Инстаграме появляются все вот эти мемы, когда там очередная Пашка сидит и рыдает от того, что ей там позвонили, сейчас мы вам детей привезем, а я вообще-то хотела с подружками потусоваться. Я таких знаю женщин, и они меня удивляют. Сначала я думала, господи, какие они эгоистки, да. А вот с годами я думаю, вау, я сама, наверное, такая хочу быть. Вообще, а что? Вообще прямо да. У меня дочь и ныне уже, ну, в смысле, уже сейчас спрашивает, а ты будешь помогать нам с детьми? Я такая, ну, как сказать, наверное, буду. Поживем, посмотрим, да. Просто потому, что я благодарна своим бабушкам, которые мне помогают. Это такой, как сказать, чисто акт благодарности. Но не потому, что я там страшно горю это делать. Так, мы сегодня поговорили о женщине, о возрасте, об отношении к возрасту женщин в степи и о том, какие мы сейчас, может, наблюдаем какие-то новые нормы. Да? Мне кажется, что все-таки новые нормы, там вот ты реагируешь на там, no make-up женщин, да, и я считаю, что там у нас казашки, пожилые казашки, возрастные женщины вообще самовыражаются как хотят, не хуже, чем вот какие-нибудь голливудские там. Хелен Миррены. Да, или как Тильды Суинтон. Я считаю, что наш выпуск визуальный, кажется, удался. С вами был подкаст «Женщины беспокойного ума». Это мы. Его ведущие, меня зовут Айнур Мазибаева. А я Игуль Черендинова. До новых встреч. Увидимся.